Всем ассаламу алейкум, это программа «Спортивная Ингушетия» на канале Магаз. Сегодня мы приехали в бойцовский клуб «Малгобек», который функционирует на базе второй школы. Совсем скоро в мире смешанных единоборств начинается новый спортивный сезон. О том, как готовятся подопечные Башира Гагиева, мы расскажем вам в нашей программе. Башир, ассаламу алейкум. Алейкум салам, ва Башир, вот смотри, все мы знаем, да, что в Малгобеке и борьба, и бокс очень популярны, да, и буквально 5-6 лет назад появился новый бойцовский клуб. Как возникла идея создать бойцовский клуб Малгобек? Да, мы в 2018 году открылись, вот эта школа открылась, на базе этой школы мы открыли зал смешанных единоборств. В принципе, мы до этого искали помещение, хотели открыть, так как в то время уже очень популяризация была ММА, смешанных единоборств, было на высоком уровне. У нас были такие турниры, как «Битва в горах», «Битва на Зране», «Битва нартов». И ребята уже, те ребята, которые там определенно достигли уровня там, в боксе, в борьбе, хотели перейти в смешанное единоборство, постараться там сделать результат. И так сложилось, что у нас получилось найти вот это вот помещение и открыть здесь зал смешанных единоборств. С тех пор мы здесь тренируемся, ребята готовятся, тренируются. Очень, а как отреагировала малгобекская молодежь на открытие этого клуба? Очень хорошо отреагировала. Много ребят у нас с тех пор в этом зале прошло очень много ребят, много хороших результатов. С тех пор мы добились и по ММА, и по панкратиону. У нас и профессиональные ребята, такие как Абиев Ислам, уже выступают на хорошем уровне. В ICI Young Eagles уже рекорд 3-0 у Ислама. У нас в любителях в панкратионе очень хорошие результаты. У нас есть ребята, которые пришли первый раз в зал. Очень много ребят, которые приходят, с нуля приходят в зал, готовятся, тренируются. С нуля приходят и добиваются таких результатов, становятся победителями первенств России, первенств СКФО, республики, межрегиональных турниров. В принципе, у нас и хорошие ребята, которые могут показать хороший результат. Вот ты больше сказал вначале, что у многих этих ребят есть база определенная. Больше приходят ударники или борцы? Поначалу приходили и борцы, и боксеры, были там боксеры и борцы. Сейчас в основном приходят новички. Приходят, не только сейчас, вот последние 2-3 года приходят ребята, в основном новички. Вот те же ребята, новички, которые пришли с нулевой базой, есть ребята, которые уже становились победителем первенства России. Вот тебе с кем удобнее работать? В любом случае, у кого есть база, это с ним он уже определенные азы знает, азы спорта. Там. Если он борец вольного стиля, то у него уже есть чувство борьбы, координация, гибкость и так далее. С ним, естественно, его надо чуть направить, подправить, уже работа в партере, работа в партере, позициях, работа в стойке уже, рук, ног. В принципе, и так хорошо. И есть те ребята, которые приходят в зал новичками, которые не имеют никакой базы. Они очень хорошо схватывают. Очень хорошо, очень быстро схватывают. И сейчас в данный момент здесь ребята маленькие, 16-го года. Уже вот на протяжении этого года эти ребята выезжают. И в Майкоп мы выезжали на всероссийский турнир по панкратиону. И в Моздок на межрегиональные турниры. Ребята выезжают, выигрывают. Буквально год тренируются, но тем не менее уже выигрывают такие турниры.
Вот смотри, Большой, за эти 5 лет, вот, какие основные у вас результаты? Ну, если взять эти 5 лет, у нас основные результаты – это победитель первенства России по панкратиону. В этом зале человек 15 становились победителями первенства России, призерами первенства России, призеры первенств России по ММА, призеры первенств чемпионата СКФО. Очень такие хорошие результаты. Вот ты сам ожидал больше, что за такое короткое время они смогут добиться таких успехов в спорте? Ну, поначалу, в принципе, ожидаемо, конечно, ожидаемо. У нас Малгобек развит хорошими спортсменами. Это и доказывают и боксеры, и борцы доказывают. Поэтому это было ожидаемо. Так как наши ребята и физически, и морально, и психологически очень развитые. Поэтому сюда в спорт приходят морально, психологически устойчивые люди. И приходят, и остаются. А вот сейчас, Башир, идет набор до сих пор, или вы уже направили определенное количество ребят? У нас в зале основной вот этот костяк ходит изначально уже с первых дней ходит основной вот этот костяк. А так ребята основные, кто приходит, кто-то для себя ходит, кто-то какие-то развития для самообороны. Те ребята обновляются. Кто-то после школы уходит в институт. Вот такие ребята уходят, молодежь приходит, бывает обновляется. Вот ты сказал, Башир, что некоторые ребята тренируются для себя, да? Вот эти же ребята, которые для себя тренируются, если они будут применять свои навыки на улице, это правильно? Да, ребята, некоторые тренируются для себя. Кто-то должен после школы выехать там, в армию, в институт. В любом случае, в здоровом теле, здоровый дух. Ты должен уметь постоять за себя, за своих родных, близких, как минимум. А применять силу против слабого – это неправильно. В любом случае, вот эти ребята, которые там добиваются определенных результатов, они весь свой негатив оставляют здесь в зале. Они более устойчивые бывают, более морально устойчивые, более такие, скажем так, спокойные? Более спокойные, да, не поддаются провокации. Они знают, что могут применить свою силу, могут побить соперника. Поэтому они более лояльные, более уравновешенные, скажем так. Ну, в общем, если говорить, Башир, вот какие у вас цели, задачи в ближайшее время? Я знаю, что у вас уже в зале есть один профессиональный боец. Есть в планах подтянуть основных ребят? Так, да, конечно, профессиональные у нас 1-2 спортсмена. Сейчас у нас открылся новая лига в Ингушетии, НФЛ. Сейчас на следующий турнир постараемся выставить 1-2 спортсменов. Посмотрим профессионалов, как они себя почувствуют. В принципе, они и по любителям добились хороших результатов. А так, по любителям у нас сейчас скоро будет, не скоро, а на следующий год мы готовимся уже к чемпионату первенства СКФО по панкратиону, по ММА тоже. И планируем выехать, улучшить свой результат прошлогодний, еще улучшить свой результат. Получается, вы уже начали подготовку? Да, конечно, мы после окончания основных стартов уже начинаем. Потому что, да, конечно, и это уже обкатка, это межрегиональные турниры. Мы сейчас недавно, неделю назад, выехали в Майкоп. Там был всероссийский турнир по панкратиону. Общекомандная наша команда заняла первое место из всех регионов СКФО, ЮФО. И ближайшие у нас пару турниров и в Моздоке, и в Натеречном районе Чеченской Республики. Сейчас у нас и в Ставрополе турнир по панкратиону, тоже всероссийский официальный. Туда выедут некоторые ребята с нашей республики. Потихоньку готовимся. То есть, получается, Башир, на всех этих турнирах у тебя выступает основной состав или ты подтягиваешь? Не, конечно, выступает основной состав, выступают те ребята, которые уже там дошли до определенного уровня, где, если смотрю нас по спаррингам, если есть потенциал, если можно его выставить, то я выставляю его обязательно. Не обязательно он должен выиграть. Главное выступить. Опыт. Да, опыт, посмотреть, что он там сделает, как он поборется. Посмотреть на его моральные качества, тактические, технические качества. И тем самым он уже растет. 1, 2, 3 турнира уже на СКФО, на чемпионата первенства республики. Уже ему будет легче. Давай, стойку стали. Левый, и отработки гвианц. Левая рука в голову, левая в корпус. Правую снизу поднимаем.
левый корпус, правый снизу. Ислам из боковой артоси, с нырка, над отцем, проход играешь. Хитрища, ажили еще раз. Левую голову, левый корпус, правый снизу, нырок и прошли в ноги. Полностью сбиваем партер. До конца партер сбиваем, боковой контроль. Позиция хаякис обязательно в порядке. Еще раз. Голову, корпус снизу, прошли, проход ноги сюда. Хитрища. Ажил, что ваш? Шузла сразу же. Левую голову, левый корпус, левый снизу, правый снизу подняли. Сразу же ухкугаться шею. Зашагивание есть. Боковой проход делаешь в две ноги. Халыш в две ноги. Также можно сразу же в одну ногу. Снизу встретился в одну ногу. Голова здесь. Алла. Голову, корпус снизу поднял. Сразу же вот. Корт до тебя без обязательно. Нак бочки. Халей бехал без. Корт аж берет цибуч. Все, отсюда в посадке. Циркуль, переход. Вытаскиваем ногу. Переводим. Еще варианты. Один раз делаете голова снаружи после бокового. Второй раз делаете боковой проход. Один раз в одну ногу, второй раз две ноги. Еще раз. Первый. Раз, два, три. С нырка сразу же две ноги прошли. Опять голова здесь на месте. Таз зато ехал. Здесь зашла ты сейчас. Таз зато здесь укус. Укус опять посадки. Есть ислам. Цендат вот то хацухули. Циркулем. Цендат вот то. Хацухули сбросить тебя буктешку альщи. Ищи. Ищи. Сейчас боковой проход. Еще раз. Раз, два, три. Вот сюда зашли. Шаг, бак, без обязательно. Правый, халея вяз. Рука вторая, наверное, у подбородка. Все, шагаем. За ней. Вот сюда. И бей тихо, что ты ходи, бей тихо. Хацадаш, хацадаш. Сразу же куга на проход. Вот у кузги. Вот опять циркулем. Вот на него. Второй перехват. Не получается. Циркулем не получается. Ногу вытащили. Отсюда по посадке. Обязательно контроль халатский ваш. Давай. Начали. Ислам, ассаламу алейкум. Алейкум салам. Ислам, когда мы с тобой в начале года общались, ты вообще не тренировался, потому что у тебя была серьезная травма. Вот расскажи, как ты сейчас себя чувствуешь? Успел залечить свою травму? Чувствую себя сейчас отлично. Успел уже залечить. Сейчас только 2 месяца начал тренироваться нормально. Ну, уже почти 100% уже восстановился. Вот уже на протяжении 15 минут наблюдая за тем, как ты тренируешься, у тебя прям интенсивная тренировка уже, да, началась? Ну, у меня практически всегда так было. 2 часа мы даже не отдыхаем практически. Воду попили и сразу на ковер. Выносливость, ну все восстановил, практически все. Осталось там несколько. А вот болевые ощущения чувствуете до сих пор? Ну да. Мешает? Да. После травмы, конечно, ты немного и функционалка подседает, и уверенность там, на ковре, там, да, конечно, и приходится восстанавливать. И сейчас практически все уже восстановился нормально. Ну я знаю, Ислам, что у тебя было несколько травм. Насколько я знаю, вот эта травма самая серьезная у тебя, да? Да. Да, в прошлом году я провел 1 бой, и целый год вообще, ну практически 8 месяцев я не тренировался из-за травмы плеча. Потом, как восстановился, мне дали дату, сказали 16 февраля будет бой. Я согласился. И за 2 месяца до боя я травмировал правое плечо. Но отказываться от боя не стал, потому что и так год не выступал. Поэтому выступил нормально, выиграл и дальше начал залечивать травмы. Ну вот, Ислам, ты перешел в профессионалы и сразу так успешно начал 3-0 рекорд. Вот психологически тяжело было получить эту травму, и такой застой у тебя получился прям?
в Да, карьере? да, очень тяжело. Особенно в начале, я же недавно начал по профессионалам драться, да. И сразу получить такие серьезные травмы, это, конечно, очень неприятно. И восстанавливаться очень трудно, травма плеча, это вообще... Я только сейчас узнал, насколько это серьезно. Раньше были просто разговоры, да? Да. И смотри, там, вот ты очень долгое время выступал по любителям. Вот эта любительская карьера, она как-то повлияла на профессиональную карьеру? Помогает тебе? Очень даже повлияло. Я практически, один бой, свой второй бой, я провел чисто на опыте. Подготовка у меня была не очень, и травмы были, колено у меня было травмировано, и плечо, так, мелкие травмы тоже были. И тренироваться полноценно я не мог. Поэтому, когда уже выходил, я вел бой чисто на опыте, который набрал свою любительскую, в любительском. Почувствовал разницу между любителями и профессионалами? Да, почувствовал. Некоторые говорят, что им сложнее выступать в профессионалы, там нервничают эмоционально. А мне наоборот. Я уже знаю своего соперника, что он делает. И я не знаю, мне по профессионалам выступать намного легче. Удобнее, да. Один соперник только, да? Да, и выкладываешься именно в одном бою. Вот смотри, Ислам, ты первый представитель Малгобекской школы ММА, который выступает на профессиональной арене. Какие у тебя планы в этом году? Планируешь ли ты выступить в этом году? Да, планирую. Они предлагали мне, если я мне предлагаю бой 13 сентября, но я не был готов. У меня 5 месяцев простое было из-за травмы, и оставалось там полтора месяца, поэтому я отказался. Глупо было бы, да? Да, конечно. И, как ты знаешь, такой большой простой, и он сказывается, поэтому я не стал рисковать. И думаю, сейчас я вхожу в форму, практически уже нормально себя чувствую на ковре. И планирую где-то в конце ноября, начале декабря выступить. Как ты думаешь, ты успеешь к концу года полностью прийти в форму? Да. Если так, как сегодня работать? Да. Если каждый день вот так вот тренироваться, то... В этом не сомневаюсь, Ислам, но это плохо. Я Салбако. Хабел, Мурат, Давай. В принципе, схожий еще раз. Делали мы левую голову, левый корпус. Сейчас левая голову, правая рука в корпус. Левая голову, правый в корпус. Левый боковой. И отсюда будем заходить. Еще. Один раз так заходим. Второй раз после его бокового снурка заходим. Защитные действия. Все, контратаки. Проходи. Еще раз. Левый бикерстул, аж левую голову, правый в корпус. Прямой. Еще раз. Прямой. Прямой еще раз. اشتي متوها أمتي حبيبي أمتي كبيتو بيسا وجه داشوا ماركة بس الحقيقي بيجدي كبيتو بيسا раз, два, голову и прошли. Левый после правого прямого, левый боковой. И потом заходим. Шаг мягкий. Еще раз. Боковой тихо, вянчил тихо. Угодишь проход мии. И кугуцани хайдаих его. Кугуцани дачوا халышт. Кугуцани дачوا. Дербат тадя халит кот халибе халит ислам. Ишт малат. Ишт лахт халышт. Я дерди корпус датадя халдес. Еще Allah куг хата би хайдат вот сын. Цендатя вот кот халиби. Она что кот отчебела халицу защитные действия гица. Шалла дыр комик блатки. Удушающий гица баки кот халиби хал без ишт. И масхан давит вес уже тигр ишт давит вес. Кстати, все, еще раз так же. Левую голову, правую в корпус, левую боковую голову. Суби хату шкули. С подседаями проходим. Цикби хартуши чаще. Пручку гожди. После левого бокового ты левого бокового выкидывай. Вот сюда, под ним. И как дальше бях каждый твой кошала барби. Штатсыбаш, гена хатба, гена. Цинга хаверс, мой окус. Раз, циркуна, вот сюда вот посадили. Боковой контроль зашли. Давай. Хайо. Та абин ты говоришь, вариант абин тебя будет так.
Ислам, ассаламу алейкум. Ислам, духая в зале занимаешься? اسمي А муж تحبين в зале? هلو كيك بوكسي تاتا أتيت خاح تادر خصك مش خذ كيك بوكسي أخرس تا أوس أخرس تا بابا خاح تاتا على أوس إما خذ أوس اشتهيت أوس Да, одновременно кикбокс и оза охра ори. ها كيلو أخر Это ось хос ханхитер в зале. دا أوكس بي مركز بربا يوم دا أوس خذ تادر А би макту хоуж море кикбокс а та борьба муштара. بربا اشتكارس من كيك بوكسي كايرس Борьба занимается стадия. بربا تيرو جادر يا سمس حنت إخاد حنت أخذ إجي ديكا حنت أوس خسي أخذ إجي ديكا тренеру جاد قهي كتفاك Ислам, хожу кикбокс борьба хаус мялри, а так кацик хая уже тренировок узнак они. يعني حنت دريق связан дол дик тадр دريق خودوش دوالر Да, нагрузка что же кичвар хавали. Ханс испета Ислам хай хавуж соревнования жутся, муча летал, кое ве соревнования школ. для первый хало кикбоксе название лотерстик ищерс да хало название ёх адам волк эхоса гагив да сиге второй валер сценол чей второй валер це первый валер да ос хавин первый второй валер потом первый валер первый потом моздоки первый валер потом название первый валер потом маликоп первый валер Хата жерик соревнования Ислам испета ханиха жерик соревнования. Да, дикий повел, вот сиглет. А с последним мучало того, последний соревнования мучало. Майкоп Ты что тоже? первый валер Духалрия боишь. сиге шибуяхкар Похоже, что боишь. но первый хало болюяхка еще раз бида а то я был лозбе авиаларца Значит, дали. Это болевой дикий холм, хой. خو سيحن دقة ليت كان فوق ودي شيء يا خياس Озали их грэплинг капатуну таяй. А да вот это что боясми Ислам борьба дикий грэплинг дикий ударки дикий. А да ху цамалат пью соревнования жиханс. Ближайший. я يحن داو عند اللي جود سبيس خوي грозно гусо حد مزدوك تو ده Мазоки вот жовали. А подготовка таяй яц. подготовки вас А сына духа болбуа подготовки чкана. для подготовка сехало сильно стига фо добивание эгидикахан мздоки хехца хало добивание йол дик хехца тига аз борьба йо тиг удишей я первый вахачан удишей раз первый раунд это ищерс тига по баллам ищер может хан второй вахачан сане по баллам еще раз бини бет еще раз Анс хату соревнования муштат безмба. да сухат حتى سبنا عايش بربا وقت بس دقة Духа борьба безмба. دقة سبنا عايش بربا ليت Хажла, хадыш бомба бориве. Первый, я комбинация малайр. Левый, правый, снизу ери. Плюс проход ноги. Хадзо дистанция, например, левый, Дауд Ислам, Дагян, во. Сразу же достаем задней ногой по лоу-кик. Или же передней ногой после крестообразно. После правой руки передней ногой в корпус. Хитрыша? Что бой, давай. Лоу-кик, все тоже, то бой. Левый, снизу и нога. Сразу же, сгян вяло, что сейчас? Примерно цу атак, хаечка, атак. Раз, два, вот, снизу тоже бой. Еще раз. Сгян уасу, сей разрывать, у вас дистанция. Вот тут наметки, латш, уасу. Раз, два, вот, я отхожу. Тигачи Ислам достает ногой. Ногой, Масхан на выходе ногой. Отсюда, раз, два, три, четыре нога. Хайуаш. Шуала яре. Левый голову, правый корпус. Левый боковой мерию, вот улус болки кто буаш. Хитрыша? После левого бокового лоу-кик сразу же. Ханяште и боковой тихаште, а? У кугате загрузите лицо. Защита лицо. Защита от левого вот сюда вот бьем. Все, нога сын левый харкос шкули. Левый харкос и корпус ди. Корпус укус на оттяжке. Кезик со смещением своего корпуса. С линии атаки, что ровно целач, халышт. Ровно целач, что. С линии атаки, когда смещается, даже вот сюда вот бьете. Чуть-чуть со смещением с линии атаки. Отсюда, раз, два, три, вот сюда. Опять вышли. Опять не правый пельги. Левый тихо, а? Кильблахти. Лоу тоже бьет, кильблахти.
Цуби хатиш, но кубацу. Защит лахты джа укус. Хитрыша. Первое. Раз, два, три. Корпус. Ушли. Раз, два, три. Лоу. Вот эти два варианта делайте. Смещаться дальше. Давай. Давай, попробуй.